Все подробности не снимай только. А, на миллион еще нет. 988. Она будет вырезана. А всегда будет это вот хуйней этой заниматься? Не реклама. Великолепного масла Роснефть. ЛСД. Бля, официально прокачано. А закончили, Антон? Ага, сейчас сопли потекут, поехали в гараж. В общем, к нам загнали машину на установку мотора. Это шестнарь 1.6. На установку шестнаря, установка компьютера, переделка электрики заводской. Там фары облагородили, провода переделали, как бы такие мелочи. Здесь стоит стандартный коллектор, я бы его, наверное, выкинул нахер и поставил бы какой-нибудь нормальный. Выпуск здесь стоит самый лучший из того, что возможно купить, это DK. Ну, в целом, радиатор стандартный, все остальное стандартное. Генератор стоит стандартный, это тоже бы выкинуть по-хорошему. Ребята как бы привезли хондовский генератор на установку, но решили сюда не ставить, потому что будет второй проект собираться, еще одна двоечка, но уже на 1.8 моторе. Но там вообще на всех жирах, там на едаше, на спортпроводке, на спортсиденьях полностью выкрашенный кузов будет. Ну, идеально восстановленная машина. Это как бы сделано по бюджету тренировочный автомобиль у ребят. Как бы, ну, собрали свежий мотор, отстроили. Сейчас будут тесты. Ну, они сейчас с рулежкой победят, а то тут небольшие вопросы по сход-развалу. Они это все исправят и выскочат на тесты. Ну, я думаю, тачка должна получиться очень конкурентной. По салону что было? По салону установили педаль тойотовскую от Тойоты. Тойотовскую от Тойоты. Электропедаль. Стоит электродроссель. Но электродроссель Bosch не очень хороший, как оказалось. Лучше надо было тойотовский поставить. Тут сиденье, наверное, ребята поменяют. Кулиса стандартная. Проводка не спрятанная, потому что ни ковров, ничего нет. Ручник уже установленный. Ну, вроде работает. Сзади полностью. Размыкатель массы вот здесь находится. Руль все стандартное. Всю электропроводку все собрали по заводу. Тут все, фары включаются, фары работают. Ну, как-то так. Автомобиль был изначально карбюраторный, на стандартном моторе. У ребят был мотор 16-клапанный, они захотели его сюда установить. Ну, они сами все разобрали, замяли моторный щит под шестнарь, выкрасили все красиво и всю заводскую проводку просто демонтировали. Мы уже полностью установили мотор с коробкой и изготовили полностью новую проводку. Здесь установили тумблер включения зажигания. Он был где-то просто висел. Ну, печку оставили пока в таком положении. Ребята уже сами разместят, где ее там удобнее. Топливный бак, уровень, указатель топливного бака остался стандартный. Температура двигателя осталась стандартная. Давление масла на этом моторе показывать не будет. Будет только контрольная лампа. Стандартный тахометр подключить к корвету у нас не удалось. Но как бы сильно и не стояла задача. Был установлен китайский тахометр, который в целом исправно работает на нашей копейке уже не первый год. Ну, это все было установлено уже в автомобиле. Компьютер у нас расположился в бардачке. Вот там сделали аккуратный проход через моторный щит. Плюсовой провод аккумулятора тоже сделали проход. Там нигде ничего не перетрет, все будет хорошо. Ну, вот эту хуйню не мы делали. В целом, я так и ставлю. Да, бак изготовили Гриха Моторспорт. Мы установили топливный регулятор, поменяли топливный насос. Все остальное здесь поплавок и топливная станция уже были изготовлены. Единственная вентиляция газов топливных, ее бы по-хорошему вывести, но это ребята сами доделают. Установили наши стандартные крепления аккумулятора. Они хоть и из пластика, но если все затянуто, все хорошо себя показывает, ничего не отваливается. В общем, максимально подготовили автомобиль. Надеюсь, что он
отлично себя покажет. Задняя подвеска. А задняя подвеска там все стандартное, они, по-моему, даже ничего пока не делали. По переду они поставили все новое. Немножко не угадали с рычагами. Должны поменять верхние рычаги. Должны разработать шаровые. И в целом она должна будет ехать. Пока руль очень тугой. Что бы ты, может, поменял там? В рулежке? Ну, вообще, в целом, автомобиль. Да в целом. По рулежке там вроде все должно быть хорошо. Надо только поменять верхние рычаги. Ну и уже тестить, какой там выворот сделан. Непонятно, чей сейчас там стоит выворот, но должно быть все хорошо. Установили еще фары светодиодные, довольно-таки яркие. Ночью ездить в самый раз. Туда-сюда там тоже какая-то хуйня, по-моему, вышла, нет? Вот это начало. Там звук надо со «Звездных войн», где они этими мечами хуярят. Найдешь, надеюсь? Лайфхаков, как заварить редуктор. Для начала выпиливаем вот такие пластиночки. Ты их загнул сам? Конечно. Ну конечно, чтобы на ногу-то мне не уронить. И загнул их. Это у нас что, шестерочка где-то, да? Да, я даже не знаю. Надо же знать. Шестерочка. Буду считаться. Так, мы его внедряем. Он вообще у нас. Ну ты прям под размер подогнал хорошечно, да? Ну что, давай варить. Иди за электродом. Качество такое посмотрим. ЛСД. Сейчас еще ребята здесь подпишут. Когда-то точно готов. Короче, я так понимаю, педаль, наверное, мы все-таки поставим стоит. Надо только пошире ему сделать лапку, чтобы она подальше от тормоза была. Он попросил. Ну, у меня две педали. Там либо на туннель она ложится, либо на педаль тормоза ложится. А вот это, говорит, хорошо стояло. Двойник что, торпеда не как в копейках, да, идет? Не знаю, да нет, вроде такая же. В смысле, тут шестерочная торпеда. Значит, шестерочная. А? Что делаешь? Ну, сейчас будут тут всякие болтики, молтики, чтобы они туда не попали. Коробка даже на месте. Стартер даже стоит. Антон сейчас ебется с установкой радиатора. Ты что, то один пикаешь, то второй? Тот был радиатора, потому что неудобно было принять. Шланги.
Мясо охуенное. Ты бы меня... Пацаны, чтобы помучились, потом одеваем специальные хомуты, Давай. чтобы Мимо. пальцы поотлетали. Ага. Все боятся этих хомутов, блядь, как огня. Давай! У всех нормальных машин термостат где-то там стоит в блоке, а тут он, сука, вот такой, нахуй. Под комбик, нахуй, ишь комбик. Также в бардачок полез. Ты чё? Погнул, блядь, а. Илюха, фиксировали. Если что, этого не было, здесь было покрашено. Мотайся-ка за коллектором. Кабанчиком. Купись кабанчиком. Все готово. Сейчас провода мне зачистить заодно там. Все Там сразу. же резинка должна была быть, нет? Так, коллектора не хватает. Доха, Все. иди. Коллектор. Я не буду рассказывать подробности про коллекторы. И не стоит. Илюха просто в курсе. Вы его Юрчику поставили. Все, нахуй, коллектора нету, нахуй. Коллектор уехал, нахуй. На испытаниях. Да, на тест-драйве. У вас настолько Все, крутая короче, фирма, что мы коллектор с каждую этого деталь, мотора спиздухали. каждую деталь проверяем перед тем, как Да, поставить. да, да. Мотор тоже, походу, езженный уже, да? Конечно, Ромка свой покрасил, засунули. Никто только об этом не знает. Бля, я тоже так хочу. Я там не успех будет. Не успех вот тут сделал большой такой. А все, нахуй, не могу крутить один болт. Конечно, я ГКР там закручивал. Ну тогда ебись сам. Ну в смысле ты мне принес, сломан, еще положил и вообще нахуй. Накрашенный мотор. Он же, блядь, просвечивается, блин. Какой-то налил, ебаный демон нахуй. В смысле? Если бы его покрасили нормально, как бы базара нет. Ну давай сейчас хуй скуярим, как покрашен. Пиздец ты злой. Черт. Ты коллектор для примерки или что просил? Пластиковый. А, ебать. Ну это пиздец, а где я его возьму нахуй? Ну и все нахуй идите. Я больше не Помогать пойду. Нет, то есть он метнулся кабанчиков, хотя отрицал это, ну блядь. Ты, блядь, закрути вентилятор, открутится. принес. Я ж его не трогал. Ну и что, блядь, открутится-то, тебе мозги ебать будут. Тебе, я скажу, у меня вот отдел гарантии. Эй, ебать, Все, теперь этот на встречу идет с другим коллектором. Ту-ту-ту. Где-то. Да. Та-та-та-та-ти-та-та. Не, прям кузов. А есть такие? Так, ладно, сейчас будет вот такой переход и появится коллектор. Олег Владимирович валяется. Типа, появился. Магия, мэджик, блядь. Я мастер переходов. Мастер А переобоя. теперь как это было? С чего? Так, почему ты вытащил косло обратно? Вот, добавляем недостающее. А ты что делаешь? Мешаешься чисто? Я, блядь, делал, создаю красивую картинку, а он нахуй все портит. Ай. Университет до сих пор так и не прикрутил. Вот посмотри-ка, вот посмотри, как ты сказал. Как и я сказал, точнее. Говорю, по-любому подойдет, кто-нибудь наступит. Ну ебать, конечно, нахуй. Даже мне на кресте наебнули так провода. Да, теперь давай всем мстить. Всем ломать. Он вообще уже уволился. Но Роман тут тоже подметил. Вот радиатор до сих пор не прикрутил. Если он где-то на трассе открутится, будет очень эпичный момент. Будет Роман виноват. Даже если он открутится, это вообще ничего не значит, потому что это Жигули. Что такое? Догасили. Мне нравится российский дроссель. Ой, я как встал вообще. Че? Не реклама великолепного масла Роснефть. А что, типа, хорошее или... Да хуй знает, Нормально, проверим. нормально. Типа через месяц будет видео. Да. Биг фильтр. Слышь ты, шутничок. Так, короче, Антоха сейчас занимается электрикой. Электрикой. Проводочки Да туда, пиздец, подключение фишечки, которую раздавил Роман. Вот, отличная Все, фишка. все нормально, все этот. Что-то пацаны говорят, там руль тугой. Сейчас проверим руль. Тачка вывешена. Ебать. А что-то нахуй.
Только не урони ее сюда. А чё за хуй? Зачем тебе это? Это они люфт убрали в руле или что? Нет. А чё за хуйня? Они трапецию новую, наверное, поставили. Да это ну, нет, нахуй. Так-то не должно быть. Это ж прям пиздец. Типа у меня вот это колесо толкаешь, оно от упора до упора летает. Здесь посмотри на. Чисто. Пиздец. Соединение проводочков На что? на машину. Давай, блядь, не умничай, ближе к сути. У нас вот такое познавательное видео всегда, блядь. Что делаешь? Колесо несу. Вот куда эта фишка идет? Подписчики. На электродросель. Догадайтесь, на электродросель или пиздит опять у меня? Что нам пишут? Всяческие вещи. Чик. Как там только выхлоп будет? Каким-то чудом подошел. Да я вот тоже поражаюсь, В всех моментиках. Типа такой сантиметр там. Рулевая тяга еще не в курсе, конечно, об этом. Об этом всем. Как там дела? Ну, что-то где-то тут, конечно, может задевать будет. Вот сейчас Встает, да? померим, добавить некоторые детальки. Что, накатил где-то или что? Да тут Толик бензин распылял сегодня в гараже. Бензина нанюхался, блядь. Полдня бензин распылял. А, они размыкатель массы ставят тут, да? Так, все можно видеть. Даже Что куда? Да понятно, но я тот забыл. Молодец. Ты видел, я тебе даже провода нашел, сука, разных цветов. 2,5 килограмма. Короче, на правую сторону для лучшей разрисовки, да? Ну, типа напротив водителя, вы. Техника безопасности. Какая техника Включил безопасности? аккумулятор. А, ты про это? Я думал, какая техника безопасности я тут увидел. В Жигулях откуда техника безопасности, да? Так, Роман вчера тут снял колесо, вытащил рулевой наконечник, пытался разобраться, почему у нас тугой руль. Че, какой диагноз? Все плохо. Ну, это понятно. А все новое просто. В Жигулях нельзя ставить все новое. Вот здесь он должен стоять, справа от водителя. Сейчас крутится, развертится. А ты что такой загадочный? Биг фильтр, не такой уж и биг. Облегченные конструкции. Так, ну бак делали не мы. Бак ребята где-то заказали, привезли уже с готовым баком. Наша задача установить топливный фильтр. Так, Антошка, я тут, оказывается, полчаса ходил, делал обзор на ту работу, которую ты проделал. Интервью у меня брал еще. Да, интервью у тебя брал и выяснил, что, оказывается, я кнопочку REC не нажал в камере, и теперь все мимо пролетело. Короче, мы тут, Антоха тут, давайте называть вещи своими именами. Проводка уже идет более аккуратнее, но еще недостаточно хорошо, как походу он Все, может. она уже вот такое место практически. Ну, ты же ее что-то заматывать будешь? Ну, по-моему, конечно, да? она сейчас просто Видишь, заплетется. сопли ты так не оставляешь. Так, коллектор прикрутил, выхлоп ушел, осьминог на месте, радиатор на месте. Там С сзади этой стороны генератор, шумогенератор. Бак стоит, бак стояли не мы, но он стоит. Топливный фильтр. Что-то Антоха тут аккуратненько его приделал хорошо. Шланчики, хомутики, обратка, подача, все поставил. Молодец. Так, по салону. Вдруг будут вопросы. Так, педали стоят. Руль стоит. Так, размыкатель массы стоит. Аккумулятор на месте. Что заливаем? Че, со скольки раз я попаду? Ну, я и говорю, мне кажется, ты пролил, потому что забежит аж за мотором там. Ну и хорошо. Обмыли. Первое исключение. Запуск прям будет? Нет. Просто шевеление.
как будто на все. На все бабки. А она прям должна быть параллельно. Жить все будет здесь. Борт, ты что говоришь? Больше как на ВЦ раза в 2. Насос проверяешь? Ну, возможно, некое рассеивание. Закуривай. Надо было еще придерживать, да? Давление в Ну, чем? блин, нет. В килограммах на квадратный сантиметр? Ну да. Ну нет, у нас рабочая 4. Почему бензин в тазике? Бензин потек. Бензин должен быть в баке. Сегодня мы едем за бензаком. Да, обеззараживание. Если Антоха принес умные технологии, значит дело пахнет победой. Керосином или бензином. Подожди, пока что она нас побеждает. Что нам для этого понадобится? Так, для начала нам надо... Для Вы начала посмотрите на эту красоту. Как будто бы прям четкая. С обратной стороны. Ладно, нам ничего не это. Не, ну давай. надо запустить По ЗИЛ-КамАЗ. прикольку. По приколу. Наверное, красный будет плюсом. В этой всей истории. Тут же, наверное, еще поворотка есть. Так, дальний, ближний, габаритка и поворотка. Или как? Да, включай. Шайтанама. О, Что там, что-то еще включилось? да, Я большая, камеру выключил. большое колесо. Включи ближний, да, посмотрим. Ну, как подожди, на ближнем бинт, наверное, пойдет. Что-то, Да, я понял. ну, в смысле, вот эта белая, почему при оранжевой загорается? Ладно, вот тут понятно. Тоже Это тоже ближний. Это хорошо видно. Ты думал, что я не Ну, конечно. Она не поедет, она там. Она без кармана. Слава богу. Слава богу, да. По-моему, при самых... Не, ну а чё? И Москва не сразу строилась. Ну ладно, будем ловить настройки. Что это А ты хотел на каких настройках завестись? Да на каких попало, какие-то первую попавшуюся загрузил вот этой машины. Ну это ж машина заводится. Сейчас разберемся, что мне, где, чего, кого. Попытка номер 3. Сделаем очередную попытку. А что так легко завелся? Ну почти. А завел? А для запуска хватит, да? Лампочка давления масла погасла, масло прокачалось, Плюсы есть, да? все здорово. А что так легко завелся? Ты уже заводил, что ли, без Да меня? нет, я же говорю, это от готовых машин как бы частично программа. Да. Кое-что подправил там и все, полетели. Ну, либо на маленькой скорости заезжаешь километров типа 70, и когда в газ проходишь. Как на красном кольце. Да, вообще постановка прям красное кольцо. Надо было, я хотел, чтобы потом сделать Нормально. У нас техничный разгон, затык заебатый, там через внутрянку его надо брать, ну задание уже почти готово, доделываться надо. Потом touch and go жопкой и туда в расширение ныряешь. Было же пиздец узко по колее, а сейчас распитали широко, ну, под самый берег. Я понял. Под колею это туда. ты имеешь в виду, где в затык. После затыка выход охуенно вообще. Ну я на третий там вот на лавах, на третьем, да, может вот так спокойно уйти. На второй пиздец. В какой-то момент выпрямляешь чуть-чуть и опять кидаешь. Ну не хватает скорости. А на третий там Не, охуенно. я там просто хуярил подсечку на второй, у меня потом в какой-то момент на 2 секунды Надо ставить лайк, подписка. Внимание и ласки. Так, Антоха приварил сразу сходу глушитель. Здесь Антоха у нас борется с расширительным бачком. Натягивает резинку.
Ну, это авось поможет. Не помогает. Не поможет, да? Но. Ну а что поделаешь? Да, это еще полдела. Так, ну без глушителя слышали? Теперь с глушителем. Эй, куда поехал? А, он и кардан уже поставил. Распоехал. Продвигается? На дворе суббота, 23 число, 23 декабря. Нормально все? Дроссель только с большим износом, видимо. Дроссель с большим износом? Дроссель с большим износом. Что-то он как-то... Попускаешь? Что-то он как-то домикает на то, слышал? Видать, вытекают какие-то проблемы. Я же сказал, И не только проблема. проблемы за проблемами. Постоянно что-то вытекает. Это же Жигули. Повидал он виды. Сейчас попробуем обслужить. Не закрывается до конца? Нет, он подзакусывает такой. Собственно, его электроника поймать-то и не может. Потому что механически закусывали. Механически, потому что закусывает. Я не знаю, что там. Но сейчас мы узнаем. Чпуньк. А внутри-то вообще чистота и порядок. Чпунь. Ну это и хорошо. Просто не хочет. Оба-на. Я не понял. То есть он ее, значит, собрал, запустил, выехал, а мне ничего не сказал, да? Пиздец, у нее дикий звук, конечно. Аж уши закладывает, да? Аж ухо заболело. Конечно, никаких труб нету, нифига. Чисто, Прямой, да, выхлоп? чисто схема вот. Прям бешеная двойка получилась. Тут аж снег с лодок падает. Ну все, а закончили, Антон? Ага, сейчас сопли потекут, поехали в гараж. Поехали.